Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел Олег Ефимович Осовский, главный научный сотрудник кафедры лингвистики и перевода Мордовского государственного педагогического института имени Евсевьева, доктор филологических наук. Олег Ефимович, расскажите, пожалуйста, вначале, каково у вас общее отношение к периоду репрессий и к тому, как они отразились и повлияли на наше общество, на нашу науку, на все? Ну, мое отношение к этой трагической странице в истории нашей страны, наверное, такое же, как у любого нормального, вменяемого человека, собственно говоря, я уверен, как у большинства граждан современной России, понимание того, что это страшное и очень печальное, страшный и очень печальный период в нашей истории. Хотя здесь вот опять нужно сказать о том, что, собственно, когда мы вычленяем вот только эту часть сталинских репрессий, традиционно говорят именно о них, ну, может быть, потому что действительно была эпоха большого террора, того ужасного совершенно. Кульминация была в этот период. Да, наверное, кульминация. Хотя, собственно, когда мы с вами посмотрим, вот, по-моему, 2 года назад, собственно, отмечалась вот эта трагическая дата начала большого террора. И, собственно говоря, если посмотреть на это объективно, исторически, хотя об объективности здесь говорить довольно трудно, ведь за большими цифрами стоят трагедии каждого конкретного человека, каждой конкретной семьи. И попадал ли человек в мясорубку большого террора, или он оказывался наедине с вот этим механизмом репрессивным в относительно вегетарианские времена, да, когда сажали не тысячами, расстреливали не сотнями, а по несколько человек, по несколько десятков человек, все равно его трагедия, трагедия его семьи, трагедия его близких, трагедия его друзей и знакомых от этого не становилось меньше. Ну а если мы подумаем с вами, что происходило на рубеже 20-х, 30-х, когда начиналась коллективизация, когда шел Голодомор и все вот прочие события, которых мы достаточно хорошо знаем, хотя и не часто, и не громко говорим, то там счет идет уже на миллионы. Уже на миллионы. Особенно цифры искусственного голода. Да, вот об этом я тоже говорю, но ведь и опять мы отматываем ленту истории назад и начинаем говорить о еще одной трагической странице в истории России, о гражданской войне, о последствиях гражданской войны, когда сотни тысяч, миллионы наших соотечественников вынуждены были оставить свою родину. Кто-то оказался просто за границами новой России, вот в той, так сказать, полосе новых государств, созданных после Брестского мира. А кто-то, собственно, вынужден был оставить родину, бежать из России, по-разному бежать. Кто-то уходил по финскому льду зимой, кто-то перебирался через болото где-то в Белоруссии. Ну, в общем, у каждого была своя индивидуальная история. И, конечно, это история огромных потерь. Это история огромных потерь интеллектуальных ресурсов, человеческих ресурсов, потому что оставляли страну, покидали родину, уходили далеко не худшие. Иногда уходили самые лучшие. Поэтому, когда я говорю о трагедии, постигшей Россию, я прежде всего подразумеваю, конечно, то, что начинается вот с момента революции и гражданской войны, с момента российской эмиграции, с момента образования российского зарубежья. Мне профессионально приходилось заниматься и литературой, и культурой российского зарубежья, и педагогикой, и образованием российского зарубежья. Поэтому, собственно говоря, я вижу, как эти люди старались сохранить Россию, как эти люди пытались сохранить русскую культуру, вырастить
российских граждан среди тех, кто подрастал в среде беженских детей. На протяжении вот этих долгих лет, 20 лет, они старались сохранить Россию за пределами России. Что-то им удалось, да, мы видим с вами великую русскую литературу, которая существует за пределами России, потом с 90-х годов вливается в общую струю русской литературы. Мы видим русскую культуру, которая пыталась сохранить традиции русской культуры дореволюционной и привить, сделать вот эту прививку европейской культуры, как-то современнить эту культуру. Это тоже очень интересный, хотя очень печальный процесс. Но все эти люди отмечены печатью огромной трагедии. Печатью огромной трагедии, потому что они вынуждены были оставить родину. Даже те, кто оказался, ну, скажем так, более или менее успешен, как Бунин, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе, как Набоков, ставший одним из самых великих англоговорящих, англопишущих писателей, оставаясь одновременно великим русским писателем, как многие-многие другие. Поэтому вот та самая история политических репрессий, ну давайте скажем так, нового времени, она начинается, конечно, не на рубеже 20-х, 30-х и не в 1937 году. Это печальная вот та самая полоса, которая сопровождает, собственно говоря, всю историю нашей страны с 17 по 91 год, как минимум, да, когда новая Россия впервые громко и четко заявит о том, что были политические репрессии и жертвы политических репрессий, самых разнообразных, от политических репрессий индивидуальных до политических репрессий народов, от казачества до народов Кавказа. Это тоже еще одна трагическая страница нашей истории. Должны быть восстановлены в правах, ну, по крайней мере, в правах памяти, да, потому что мы ни о чем другом говорить не можем, потому что мы не можем вернуть этих людей, мы не можем компенсировать, да, условно говоря, их семьям и их близким те потери, которые они понесли. Но вот память об этом, память о них, это, конечно, очень важная и существенная вещь, потому что, ну, не потому, что это не должно повториться, да, вот эта фраза, которая звучала в свое время, это не должно повториться. Понятно, что в 21 веке вряд ли это может повториться. Нет той машины тоталитаризма, нет тех механизмов, которые существовали в прошлые столетия, которые могут настолько подавить и уничтожить все происходящее, ну, по крайней мере, не в цивилизованных странах. Да. Но память об этом должна существовать, и вот та инициатива, которую проявила ваша группа, она, конечно, чрезвычайно важна, потому что, собственно, точки над «и» не расставлены до конца. То есть мы понимаем с вами, причем нужно сказать, что это понимание сегодня имеет место на всех уровнях, да, от президента страны до, я думаю, любого студента, до любого нормального человека, все понимают, что вот та волна репрессий, которая существовала, это то, что, конечно, нанесло непоправимый ущерб человеческому потенциалу страны, экономическому потенциалу страны и, конечно же, интеллектуальному потенциалу страны. Потому что мы знаем тех, кого репрессировали из огромного числа писателей, деятелей культуры, ученых, руководителей производства. Огромное количество людей, которые в результате не смогли вырасти в тех, в кого они должны были превратиться, да, в великих писателей, великих деятелей культуры, великих ученых, только потому, что они оказались членами семей изменников Родины, только потому, что они оказались среди тех, кто в той или иной степени подвергся этим репрессиям. И представить себе в реальности, каков был ущерб, не только моральный, это понятно, но и экономический, такой самый настоящий, да, потому что люди гибли, потому что люди оказывались в лагерях, потому что тот труд, который был им навязан, он был совершенно непродуктивен, да, вот, на свободе они сделали гораздо больше. Все это, конечно же, и это привело к огромным последствиям. Эти последствия были в свое время посчитаны
одно из этих последствий – это, собственно говоря, лето и осень 1941 года, когда просто не было того самого квалифицированного командного состава, который мог бы организовать правильную оборону страны в нужный момент. И было крайне трудно противостоять, в том числе и из-за нехватки грамотных командиров. И мы с вами знаем о том, что пошла обратная волна, репрессированные офицеры высшего звена, среднего звена возвращались из лагерей для того, чтобы возглавить полки и дивизии, и армии. И некоторые из них поднялись до командующих фронтами, как Рокоссовский, например. И все равно боялись брать инициативу, все оставшиеся в живых, и поэтому уровень творчества и эффективности снижался. Конечно, конечно. Это была та травма, которая не проходила. Ну, и не только травма у тех, кто был репрессирован реально, и у тех, кто боялся этих репрессий. Просто вся страна, живущая в страхе. И в советское время это продолжало ощущаться. И у великого кинорежиссера Андрея Тарковского в фильме «Зеркало» есть вот эта поразительная сцена. Причем это фильм, который был сделан в те самые времена, когда о репрессиях вспоминать очень не любили. Вот эпоха брежневского застоя уже была в самом разгаре. Фильм «Зеркало», фильм достаточно автобиографический. Мать героя, которую играет замечательная актриса Маргарита Терехова, мать героя вдруг срывается и бежит. Она работает или редактором, или корректором в газете, она прибегает, чтобы посмотреть, не была ли пропущена, как ей показалось, опечатка. Потому что малейшая ошибка могла интерпретироваться не просто как преступление против власти, а как террористический акт, перенос и разрыв имени Сталина уже мог привести к самым непоправимым последствиям для человека, это пропустившего. Вот она бежит, прибегает, смотрит и с облегчением выдыхает. Все в порядке. Так что об этом тоже пытались говорить. Ну, когда-то чуть более громко, когда-то менее громко, с намеками. Но, тем не менее, это звучало, и вот эта тема репрессий. Ну, все-таки мы с вами неизбежно возвращаемся к теме сталинских репрессий, как к теме наиболее, так сказать, памятной и ощутимой. Вот, конечно, и памятники невинно убиенным должны стоять. Это вот та, ну, отчасти, может быть, форма искупления общей вины и общего греха. То есть мы к этой теме еще вернемся. Получается, мы возвращаемся к теме сталинских репрессий как к наиболее консенсусной, как сказать, консенсус достигнут наибольший по отношению осуждающий именно вот эту концентрацию репрессий, потому что по отношению более ранним или, как сказать, люди не замечали более поздние репрессии, тут уже консенсуса нет, а здесь все, даже сторонники сильного государства, сторонники даже неуважения к личности. Я вот как раз не уверен, что по отношению к сталинским репрессиям есть консенсус. Но наибольший из тех, что... То есть, я думаю, что гораздо с большей легкостью кто-то может простить или согласиться, точнее, с тем масштабом репрессий, которые были, скажем, в брежневскую эпоху. Они, конечно, были, они касались относительно небольшого количества людей, диссиденты, психушки и так далее. Все это было, и это признать как раз достаточно легко. Более того, в общем, общество как бы и не чувствовало, и не чувствует сегодня этих репрессий. А как раз с консенсусом очень интересно, значит, скажем, критики сегодняшней власти и власть вполне сходятся на осуждении сталинских репрессий. И здесь, так сказать, особого конфликта нет. Я еще раз повторяю, потому что и президент, и премьер-министр никогда не высказывались за одобрение этой стороны.
Под сомнение не ставили. Да, никогда не ставили И даже преступность. директор Федеральной службы безопасности вот год назад тоже высказался, что в принципе это период, который мы осуждаем даже как ведомство. Конечно, конечно. Но при этом ведомство никогда не отказывалось от того, что оно является, что оно является преемницей. Это тоже вот интересно, да? Что должно быть вообще в этих головах, чтобы с одной стороны осуждать репрессии, а с другой стороны продолжать праздновать День чекиста. Они обосновывают тем, что сотрудники, которые главенствовали в тот период истории, они были чужды вот истинной великой сущности, как бы миссии этого ведомства. То есть у них тоже логично это. То есть были, они называют карьеристы, такие временщики, и они были вот эту идею чекизма они дискредитировали, а потом все вернулось на круги своя. То есть там логика тоже такая есть. Ну, понятно, что каждый, так сказать, пытается оправдать, да, хотя, в общем, проще, ну, что ж тогда, не вернуть название ВЧК УГПУ-то. Но это вы посягаете на святой. Вы еще скажите, инструментарий не применяется по отношению к компонентам. Олег Ефимович, а вот вы сказали, что иммигранты-писатели великие, у них, конечно, была вот эта травма, что их вырвали с корнем из их родины, из их всей привычной среды, отняли у них дом, и все равно они, как бы раненые за границей, пытались свое великое творчество реализовывать и находить идеи, и в том числе бороться. Но я хотел вас спросить, а насколько, как справлялись с окружающей вот этой гиблой атмосферой, фоном те, кто жили здесь, писатели, проживающие в этом тоталитарном обществе, если так обобщить? Ну, мы с вами должны понимать, что, в общем, советское общество, особенно в 20-е, 30-е годы, оно было достаточно ведь неоднородно и стратифицировано. Да? Это вообще очень странная вещь. Вот когда мы с вами говорим о памятниках жертвам политических репрессий, надо сказать, что как минимум 2 памятника жертвам политических репрессий в городе Саранске уже есть. Один памятник стоит, значит, в самом центре города, и я имею в виду отнюдь не Владимира Ильича Ленина, значит, который тоже, кстати, был жертвой политических репрессий, но уже царского, так сказать, режима, и нельзя сказать, что они были необоснованными. Нельзя сказать, что они были необоснованными, действительно нарушал закон, поэтому законодательство осуждался, привлекался, ему ничего не придумал. Да, у него были вполне конкретные виды. И те, кто в него стреляли, от чего он умер, это тоже, по сути, политические репрессии, только не государственные, а оппозиционные. Нет, это уже террор. Это уже террор. Это не репрессии. Это террор, покушение, используем, так сказать, вот этих методов для устранения своих политических врагов. Это террор, но другое дело, что этот террор был, так сказать, закономерным, да, потому что, собственно говоря, ну, тут можно долго спорить о том, являлся ли белый террор ответом на красный террор или красный террор ответом на белый террор, но вот эта практика взятия заложников, расстрела невиновных и так далее. Ну, то есть борьба, которая идет по классовому принципу, она неизбежно заканчивается всеми вот этими ужасами, и все равно, когда это происходит в конце XVIII века, да, французская революция, или, значит, вот в начале 20-го, соответственно, революция Октябрьская. Я говорю как раз о другом. Я говорю о памятнике, значит, участникам Первой мировой войны, который стоит, да, и подразумевается, что это был памятник солдатам Виндавского полка. И вот мой друг и очень хороший историк и краевед Владимир Лаптун, он как раз много занимался и Виндавским полком, и его командиром, судьбой его командира, полковника Форста. И полковник никуда не делся. Он не эмигрировал, он жил в городе Саранске, да, бывший командир полка. И как раз уже ему было за 60, служил он где-то счетоводом, да, поскольку в силу своего образования умел считать, и люди такие были нужны. И, соответственно, попал под каток репрессий, был расстрелян.
Человек, который, в общем, не воевал против советской власти с оружием в руках, но был виноват уже вот самим своим происхождением и самой своей биографией. Это тоже момент, который мы должны помнить, потому что 58-я статья была чрезвычайно широкой статьей, вот это главная статья, по которой преследовались политические, не только инакомыслящие, по которой преследовались практически все, да, вот это главная статья, которая использовалась. Контрреволюционные преступления. Да, всякая контрреволюционная деятельность, в том числе. На усмотрение людей, которые не подотчетны, то есть любого можно было. Там было очень много позиций. Я Да, десятки там, да. Не помню, пунктов. сколько там было вот составов, то есть частей в этой 58-й статье. Одна из этих частей как раз заключалась в том, что подлежали репрессиям люди, просто принадлежавшие к определенным, не просто сословиям, да, но вот к определенным профессиям, да, империи. То есть бывшие жандармы, бывшие чиновники, люди, обладавшие, значит, соответствующим статусом, все они попадали, вот они уже автоматически зачислялись в преступники. Именно потому, что вот они, значит, достигли какого-то... А мы должны понимать, что, скажем, в Российской империи все было достаточно иерархизировано, и чины получали люди, в общем, в том числе и не связанные с аппаратом насилия, условно говоря, или не напрямую, так сказать, служившие государству, служившие государю, но отнюдь не являющиеся, так сказать, слугами режима. Да? Ну, скажем, профессор императорского университета мог получить очень высокий классный чин, так называемый чин действительного статского советника. То есть это был генеральский ранг, очень серьезный и так далее. И за это он мог быть привлечен, и, собственно говоря, по этой статье отправлен, да, такое тоже происходило, и, мы скажем, есть трагические судьбы. Вот было несколько ректоров Санкт-Петербургского университета, там было два брата, которые последовательно, значит, сменили друг друга на должности руководителя Санкт-Петербургского университета. Ну, это довольно смешно прозвучит, да, это были братья Гримм. Братья Гримма, но не те немецкие писатели-сказочники, а вот два, один историк, один юрист, был третий брат, сыновья известного, обласканного императорским двором архитектора, оказавшиеся в эмиграции и оказавшиеся в тех обстоятельствах, когда, в общем, один из них, по крайней мере, то есть один вернулся, если мне память не изменяет, а второй оказался в Прибалтике, вот там у него, ему было довольно комфортно, по-моему, в Каунасском университете, и с присоединением Прибалтики он тоже вот оказался на территории уже Советского Союза и, соответственно, был, значит, взят под наблюдение. Ну, в общем, там такая вот трагическая история нескольких братьев, совершенно типичная, да, то есть люди, которые, в общем, даже попытались как-то сотрудничать с режимом, но в какой-то момент вот они попали в ту же мясорубку. Но не об этом как раз я хотел сказать. И вот один памятник, это памятник солдатам Виндавского полка. Около собора Ушакова. Да, условно. А второй? Назвать так. А второй это памятник Михаилу Михайловичу Бахтину. Угу. Потому что в конце 28-го года Михаил Михайлович Бахтин, дописывавший в этот момент свою замечательную книгу о Достоевском «Проблемы творчества» Достоевского, входивший в круг религиозных активистов православных в городе Ленинграде, их было там довольно много, они были людьми совершенно безобидными, естественно, у них не было никаких антисоветских настроений, ну или, в общем, вполне возможно, что они не любили советскую власть или не очень любили советскую власть, но не активно, чтобы бороться против нее, они просто занимались тем, чем они занимались всю жизнь свою. Там был и знаменитый такой мыслитель, философ Мейер, там был замечательный краевед Николай Анциферов среди этих людей. В общем, это была довольно большая группа
по делу проходило более 100 человек. Вот. Ну, Ленинградская УГПУ одним из первых пыталась отличиться на ниве борьбы с инакомыслящими, и вот это дело было придумано, там был такой активный деятель по фамилии Стрёмин, вот, и обычно я коллег своих спрашиваю, что объединяло 3 известных литературоведов: Лихачева, Анциферова и Бахтина. Следователь один. Один след, совершенно верно, один след, вот вы видите, то точно. Один след. Дела были разные, не совсем одни и те же, да, потому что Лихачев шел по другому делу, делу почти такому, такое было почти студенческое хулиганство, да, это была такая космическая академия, и, как он сам вспоминал, он вообще совершенно блистательно и страшно описал вот этот момент своей жизни, когда он оказывается в лагере на Соловках в своих воспоминаниях. Вот. Дмитрий Сергеевич был очень таким проникновенным и талантливым мемуаристом. И это одна из самых страшных историй, в том числе история о том, как ему чудом удалось выжить, когда, собственно, его барак расстреляли. Он чудом остался жив, потому что приехали на свидание с ним родители, и его не нашли. Да? Он там сумел спрятаться и пересидел вот эту страшную расстрельную ночь. Вот. И вот Михаил Михайлович Бахтин, человек чудовищно больной, да, у него был костный туберкулез, от которого он страдал. Вот. И, собственно, ему тоже повезло. Но ему повезло, потому что его жена, человек совершенно потрясающий, Елена Александровна, такой ангел-хранитель его в течение всей жизни, начиная с 21 года, на протяжении 50 лет, до того момента, когда она ушла на несколько лет раньше, чем ее муж. Вот Елена Александровна, она сумела достучаться до власти и добиться замены 5 лет Соловков, который первоначально выписал Бахтину суд за антисоветскую деятельность, совершенно ни за что в действительности, на ссылку в Кустанай. И вот Бахтин был репрессирован, но, слава богу, остался жив, он провел 5 лет в Кустанае. Это потом... какой регион Казахстана? Это Казахстан, Казахстан, да. Да. Вот, это Казахстан. Тогда это еще была, по-моему, Казахская АССР. Вот. Потом из Кустаная он приезжает в Саранск в 1936-1937 году. И это тоже такая очень показательная история, потому что Бахтин оказывается в Саранске в момент первой волны репрессий. И здесь он тоже чудом избегает вот, опять этой мясорубки, как-то вот его судьба хранила. Да? То есть, с одной стороны, он получает все те обвинения, которые он должен получить от институтского начальства, да, которое ведет свою карьерную борьбу. Ну, об этом опять-таки все тот же Владимир Лаптин нашел документы, написал в свое время прекрасную статью на эту тему. Вот. Но вот Бахтин как-то вот сумел, условно говоря, вывернуться, да, в этот момент, потому что сведение счетов между своими здесь оказалось настолько ожесточенным, что вот Бахтину удалось благополучно отсюда уехать. Причем приказ об увольнении был новым ректором, который, не будучи ректором, пытался Бахтина как раз убрать как политического врага, был заменен, значит, на приказ об увольнении по собственному желанию. И, в общем, Бахтина уехали благополучно, как говорил друг Бахтина Каган, писал, удачно выбраться из этой передряги смог Бахтина. Пострадали, писал он, те, своей жене в письме, пострадали те, кто пытался, значит, строить козни против Михаила Михайловича. И вот это тоже очень такая вот вещь. И, в общем, Бахтин тоже ходил вот по краю и ощущал, что он ходит по краю, да, потому что он ощущал это. Мы по его биографии видим, насколько это
было тяжело для человека, потому что, ну, во-первых, как бывший репрессированный, он был в так называемом минусе, то есть ему нельзя было жить в крупных городах, он не мог работать в крупных городах, он поэтому приехал в Саранск, а потом, когда вот ему нужно было уже после Саранска устраиваться, он устроился в Савелово. Это тоже такое очень примечательное место. Это тогдашняя Калининская, ныне Тверская область. Это станция, город Кимры. Вот. И интересно, что Бахтины приехали туда, откуда только что уехал Осип Мандельштам, с женой, который тоже там жил, там, скорее всего, по предположению ряда исследователей, есть, так сказать. Поскольку у Бахтина и Мандельштама были общие знакомые, в частности Мария Вениаминовна Юрьевна, то, очевидно, именно эти общие знакомые порекомендовали им отправиться именно туда. С одной стороны, недалеко от Москвы, с другой стороны, в общем, такое место, которое позволяло выживать более или менее спокойно. И вот там Бахтин, собственно, пробыл до конца войны, только в 1945 году он уехал из Савелова и вернулся опять-таки в Саранск. Вот, потому что вот для него это оказалось вот то самое счастливое место, где он мог, ну, более или менее спокойно находиться в силу разных обстоятельств. Но ведь кроме Михаила Михайловича столько было писателей таких, которых, даже тех, которые выжили, о которых мы знаем и сопереживаем. Вот если бы вы в какой-то стране у нас в современной, в соседней там или на другом краю земли произошли бы репрессии, подобные вот той вот большевистским, вы бы что писателям на основании опыта жизни в Советском Союзе посоветовали для того, чтобы и жизнь спасти, и семью спасти, и свое творчество максимально реализовать в условиях тоталитарного общества? Ну, я не думаю, что здесь есть, так сказать, вот место для советов. Да? Место для советов. Мы видим с вами несколько ситуаций, когда писатель, в общем-то, по определению человек свободный, да, и творческий. У нас, кстати, есть памятник еще одной жертве политических репрессий, даже два памятника, а может и больше, я не считал, в городе. Это Александр Сергеевич Пушкин. Да? Вот вам пример, так сказать, писателя, неоднократно ссыльный, проживавшего свои политические репрессии, да, южная ссылка, еще одна ссылка в Михайловское, действительно, ходил по краю. А где бы ты был, Пушкин, спросил его Николай, окажись, ты Николай Первый, да? И он, окажись, ты, значит, вот в Петербурге 14 декабря на площади со своими друзьями, государь, ответил ему Пушкин. И, собственно говоря, Пушкин — это еще одна история. Это история государственной власти и тотального контроля. Да? Тут, правда, никогда не знаешь, что лучше, а что хуже, да? Когда Николай принимает на себя функции персонального цензора Пушкина, как это ни странно, Пушкин оказывается более свободен, да, в своем творчестве. И судьба его произведений куда более счастлива, нежели она могла бы сложиться, если бы у него был другой цензор, да, потому что Николай мог себе позволить широту жестов. Вот это отношение писателя и власти — это очень сложная и психологически, и творчески история. И здесь, мне кажется, в большей степени все зависит от писателя, а не от власти. Да? Какой путь он себе выбирает? Полностью раствориться в службе режиму или все-таки сохранить внутреннюю свободу и реализовать эту внутреннюю свободу через имеющиеся у него творческие возможности. Или не реализовывать ее, или... Мы видим с вами огромное количество трагедий, да?
В Германии мы видим, дело шло другим путем. Да? Писатели успевали покинуть нацистскую Германию. Это удивительное счастье для немецкой литературы, потому что, собственно говоря, подавляющее большинство великих писателей XX века, ну, по крайней мере, первой половины XX века, не принявших Гитлера, успел покинуть Германию и продолжил свое творчество, как Томас Манн, как Генрих Манн, как Леон Фихтвангер, многие другие. Хотя это тоже была трагедия, да? Многие ведь из них не смогли жить без Родины, многие из них погибли, покончили жизнь самоубийством, погиб Фихтвангер, погиб сын Томаса Манна, Клаус Манн, автор абсолютно гениального романа как раз про то, каковы взаимоотношения художника и тоталитарной власти. Это роман «Мефисто» и сделанный по нему фильм, был замечательным фильмом, тоже очень многое открывавшим зрителю. С советским писателем история была тоже достаточно сложная, да, потому что складывался новый тип писателя. Складывался новый тип писателя, принимавшего эту власть. Это ведь тоже парадоксальный момент, когда мы говорим о того не менее, может быть, еще более трагический, потому что вот этот маховик репрессий, он бил не только по врагам, да? Но по врагам опять-таки в кавычках, потому что, ну, собственно, враги не были врагами, они были иными, они были чужими. Иногда их вина заключалась в том, что, скажем, они были не рабочего рода, а крестьянского рода, да, и так далее. Вот. У кулацкого рода, да, такое тоже случалось, когда мы с вами посмотрим на то, какими званиями награждали друг друга советские писатели. В 20-е годы вот те самые молодые и ражие советские писатели, конкурировавшие в том числе и за место под солнцем, да, потому что понимаем, что это было огромное количество организаций писательских, объединений, каждая из которых претендовала, или многие из которых претендовали на то, чтобы встать у руля советской литературы, ну и, соответственно, вот они были, кто был подкулачником, кто был кулацким писателем, кто был затаившимся врагом и меньшевиком, доставалось и тем, кто, в общем, следовал традициям русской литературы и именовался попутчиками, и к ним тоже относились подозрительно, ну и так далее. В общем, эта история такая вот не очень красящая советских писателей достаточно часто, да. Вот, потому что, толкаясь локтями, конечно же, они использовали самые разные способы для борьбы с друг другом. Это касалось не только писателей, это касалось литературных критиков. Иногда это приобретало анекдотические формы, да. И Михаил Афанасьевич Булгаков, который числился в попутчиках, и, в общем, тоже имел биографию более чем непростую и значительную часть своей биографии конца десятых, начала 20-х годов он вынужден был старательно скрывать, хотя оно тоже прорывалось, да, вот когда мы с вами читаем, скажем, роман «Белая гвардия» и смотрим пьесу «Дни Турбиных», то мы очень многое понимаем, да, про Булгакова, и зная сегодня его биографию, мы видим очень многое там проговоренное, да, вот, и, собственно, фактически Булгаков ведь спасает Сталин, да, вот опять мы с вами говорим о вот, человек, резвящийся на самой вершине власти. От себя же спасает, вот. От своих же слуг. Да, но вот спасает. И хотя он говорит о том, что вот товарищ Булгаков нисколько не виноват в успехе своей пьесы «Дни Турбины», вот эта сталинская похвала, ну, до какого-то момента оказывается ну, такой охранной грамотой, да, ну, потом, собственно говоря, опять происходит вот это понимание, ощущение у писателя иногда особенно остро, да, работает, потому что у писателя организм устроен по-другому, да, он чувствует, очень часто настоящий писатель, он чувствует жизнь на интуитивном уровне, он и опасность чувствует на интуитивном уровне, и, скажем, вот это безумие Мандельштама, это понимание того, что он обречен, это самое страшное, что может быть у человека, когда человек понимает, что он обречен. С одной стороны, об этом страшно и поразительно
талантливо написал писатель, писавший по-немецки, вот, родившийся в Австро-Венгерской империи, а умерший в Праге, столице Чехословакии в тот момент, Франц Кафка, вот, тот самый механизм машины, винтиком, который оказывается человек, который ничего не может сделать. Процесс, это да. Такая, да, это вот такая и процесс, и замок, собственно говоря. Это такая вот страшная метафора, угаданная абсолютно интуитивно Кафкой. Да, у Кафки были свои там, проблемы и свои отношения с внешним миром, но он абсолютно точно описал вот этот механизм человека, которого против его воли тащит вот этот механизм конвейер. И уничтожает его. Смерти, да. Да, и уничтожает его. И писатель это очень чувствует. Да, мне на плечи кидается век волкода, да, писал Мандельштам. Но не волк я покрою свои. Стихи Мандельштама, посвященные его воронежской ссылке, написанные в воронежской ссылке, они поразительные вот, по тому внутреннему ощущению приближающегося финала, трагического финала, который чувствовал. И это, в общем, характерно для многих писателей. Они многие интуитивно понимали, что закончится это печально, кто-то из них смотрел на это совершенно стоически, да, как Бабель, который продолжал поддерживать отношения с женой Егоды, которую он очень давно знал, уже после того, как Егода стал врагом народа. А кто-то продолжал рассказывать анекдоты. У Ильи Эренбурга, человека, пережившего благополучно все эти мясорубки, это еще одна загадка вот этой вот литературной истории. Есть довольно в его мемуарах «Люди, годы жизни» есть воспоминания об анекдоте, который рассказывал Михаил Кольцов, еще один известнейший советский журналист, и не только журналист, человек, который очень много занимался политической работой, автор блистательных совершенно очерков, посвященных войне в Испании. И вот, вернувшийся из Испании, Кольцов рассказывает анекдот, который очень хорошо характеризует как раз атмосферу, которая царит в Москве, в которую он вернулся. Взяли Теруэль, а жену. Вот. Причем Теруэль – это город в Испании, который только что освободили, значит, республиканские войска, но в сознании, значит, людей советских взяли означает совсем другое. Ассоциируется с арестом. Арестованы, и да, жену это... А жена, то есть это опять-таки вот это вот маховик репрессий, который разворачивается таким образом, что забирают всех. Олег Ефимович, чтобы нас камера не прервала на полусловие, добавлю, что по поводу Мандельштама, кто интересуется его творчеством, есть в интернете информация о том, каким пыткам он подвергался. Еще есть цифры в интернете, что за время вот большевистского террора и сталинского более 2000 писателей были арестованы, из них более 1000 было расстреляно. Конец первой части.